В эфире «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. Зачастую рядовой пользователь интернета не просто не понимает, как обезопасить себя, но и сам создает благоприятные условия для мошенников, хакеров и навязчивого спама. Между тем и компьютер, и смартфон сегодня содержат огромное количество персональной и важной информации о пользователе. Стопроцентную гарантию защиты не даст ни одна система. Однако для безопасного интернет-серфинга давно существуют удобные инструменты. О том, как их использовать, сегодня во Всемирный день безопасного интернета нам расскажет системный аналитик компании «Аватек» Татьяна Евловская. Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Ну, действительно, проблема безопасного интернета сегодня актуальна. И взломать в сети могут каждого. Как все-таки нужно защититься от злоумышленников в интернете? Проблема интернет-мошенничества сейчас очень распространенная. И многие пользователи, зачастую школьники, студенты, пожилые люди, они проводят огромное количество времени в глобальной паутине. Чтобы избежать от уловок интернет-мошенников, необходимо соблюдать несколько простых правил. Во-первых, это не доверять открытым Wi-Fi сетям. То есть злоумышленнику просто необходим ноутбук и Wi-Fi адаптер, и он может с легкостью получить ваш логин и пароль, и при этом зайти через вашу учетную запись и взломать систему, написать своим родным и близким с просьбой «переведите мне какое-то количество денег». И я думаю, что практически десяток нашего населения, да, они попадали на такие уловки. Я, в свою очередь, тоже, когда училась в школе, попадалась на такие уловки. Так, и следующее – это настроить себе надежный пароль. Как это делать? На самом деле запомнить сложный пароль это не составляет особого труда. Многие люди думают, что сложный пароль состоит из комбинации каких-то букв, непонятных цифр, знаков. Да? Как это нужно делать? Ну, во-первых, у вас наверняка есть какая-то своя любимая песня, стихотворение, либо город, да, страна. Из какой-либо фразы из песни, например, из 5 букв, из 6 букв, наберите вот первые буквы из каждого слова, переведите это на латинские буквы, делайте какие-то буквы заглавными, а потом между каждой буквой либо чередовать можно, добавить цифры, какие-то знаки, символы, которые вам близки, либо вы можете легко запомнить. И еще один немаловажный момент. Для каждой социальной сети необходимо иметь индивидуальный пароль. Как это нужно делать? Это можно делать очень легко. Во-первых, здесь играет такая игра ассоциация. Давайте сыграем в такую игру. Например, Facebook. С чем у вас ассоциируется? Facebook, ВКонтакте? С новостями, с известными людьми. Ну, давайте тогда мы возьмем слово на латинском «звезда», это «стар», да? Сделаем тоже какие-то буквы из них заглавными. Мы добавим, можем даже разделить эту букву «стар». Так, мы ранее сделали надежный пароль, да, из фразы, которую мы составили из фраз песен, да. Можем разделить букву «стар» и добавить вот это вот наш уже надежный состоявшийся пароль. Либо вот в слове «стар» добавить символы, знаки, цифры тоже впереди или сзади этой нашей пароли. Получается вполне себе индивидуальный пароль для каждой социальной сети. Очень ценная информация для наших телезрителей, как создавать безопасный пароль в социальных сетях. Вот сейчас появилось понятие «сетевой этикет». Какие главные правила нужно соблюдать? Ну, во-первых, дадим определение понятию сетевой этикет. Сетевой этикет – это правила общения в сети. Во-первых, нужно соблюсти элементарные правила вежливости. Это говорить «здравствуйте», «добрый день», «добрый вечер», «спасибо», если вам что-то нужно узнать или необходимо от собеседника. Ну, а также элементарное слово «благодарности». Да? И давайте разберем, так скажем, тему электронных писем, деловой этикет, да?
Нужно обязательно в себе в шапочке иметь персональное имя. Ну, если вы получите такое письмо, которое содержит необходимое число цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, это вы будете подразумевать как спам-рассылку, да? Чтобы избежать от этого, чтобы ваш собеседник не подумал, это какой-либо вирус или спам, необходимо обязательно написать в шапке в настройках, да, полное имя, фамилия, имя, это, я думаю, что достаточно. Либо наименование вашей компании, где вы работаете. А также в каждой письме есть тема. Если действительно ваша электронная почта состоит только одних из цифр, либо нет персонального имени, то собеседник ваш может легко ориентироваться, вот, нажав на поиск, да, тему вашего письма. Теперь необходимо, чтобы краткость, не забываем, краткость – сестра таланта. Да, если вы хотите задать какой-либо вопрос и получить достоверный ответ, конкретный ответ, то прежде чем задать вопрос, необходимо четко, ясно формулировать, да, свой вопрос сформулировать. Да, чтобы потом получить, так как я сказала, что достоверный ответ. Ага. И не терять смысл письма при этом. Нужно просто, если вот ваш собеседник вышел из отпуска, то есть не помнит, о чем был, да, предыдущая тема разговор, то сможет с легкостью ориентироваться вот по историям сообщений. Для этого есть вот ответ, кнопка «Ответить», либо вы можете просто скопировать историю, какую-то часть из того письма, которое вы ранее обсуждали, и поставить. Вот. И есть такая фишка «Подпись». В конце каждого письма есть подпись с уважением, например, Татьяна Явловская. Нужно это делать обязательно. Там еще некоторые люди добавляют контакты, рабочие телефоны, какая компания и должность. Это элементарный этикет уважения к собеседнику. Так, и зачастую в наше время люди пользуются смайликами. Это допустимо? Это допустимо, но в мере, нужно соблюдать меру. Ну, посмотрите, даже в Comedy Club Павел Воля, да, когда-то показывал сообщения, письма, которые состоят из одних смайликов. Ничего не понятно. Самолеты, улыбка, пляж, море. И, в отпуск поехала. Да, шаблон, там, викторина. Мы с собой играем в викторину. Нет, чтобы собеседник ваш не ломал голову, нужно быть конкретным, да, и грамотным. Как мы сказали. Да, грамотным. Какой вопрос, такой ответ, да? Какой вопрос, такой ответ. Кстати, насчет грамотности. Грамотность это тоже в наше время играет немаловажную роль. Если мы получаем письмо с огромным количеством ошибок, то, во-первых, это неудобно читать. Ты сидишь иногда, ломаешь голову, о чем суть. Ну и да, смайлики. Это, я понимаю, что это передача эмоций, какой-то живой жестикуляции, но... Все в меру. Да, все в меру. А кто наиболее уязвим в интернете? Наиболее уязвимые... Ну, в интернете я так в первом вопросе ответила. Больше времени проводят студенты, школьники и пожилые люди. В наше время мобильные устройства, они более... усовершенствовано, да, есть онлайн-игры, приложения, финансовые платежи можно произвести. Да, вот молодежь, пожилые люди, они более доверчивы и зачастую невнимательны. Нужно включать свою благоразумность и внимательно вчитываться в разные сообщения. Как раз, как посоветуете повышать свою интернет-грамотность? Вот, насчет интернет-грамотности. Вот мой совет, мой личный совет, так как в интернете проводят больше времени школьники и студенты, в учебных заведениях, мне кажется, нужно провести форумы, семинары, такие мероприятия, касаемо информационной безопасности, информационных технологий. И что касается нашего региона, работников разных компаний, наша компания «Аватек» каждый год проводит межрегиональный форум IT и кибербезопасности «Айсберг», где могут принять участие каждый желающий.
Вот. Там затрагивают тему кибербезопасности, информационной безопасности. Хакеры приезжают, нас устраивают вот, ведущих компаний Касперский, Positive Technologies, Эшелон. Да. Ну и, наверное, в интернете можно найти различные сайты по... В интернете, да, можно найти различные сайты. Кстати, что касается злоумышленников, я не договорила. Нужно обезопасить смартфоны, компьютеры обычным способом. Это антивирус. Есть бесплатные и платные, да, версии, но зависит все, бесплатное и платное, зависит все от функциональности и от периодичности обновлений. С развитием технологий бороться с вредоносными программами и злоумышленниками будет все сложнее и сложнее, как вы считаете? Ну, мне кажется, если придерживаться тех правил, которые я озвучила ранее, ответив на ваши вопросы, не составит огромного труда. Да. Наряду с безопасностью в интернете для современных людей актуальна и еще одна проблема – это киберзависимость. Вы, как эксперт, какие даете советы? Киберзависимость. Ну, сначала дадим определение, что такое киберзависимость. Это огромная трата впустую времени перед онлайн-играми, да, перед гаджетами, социальными сетями. И какие симптомы бывают? Это своего рода, мне кажется, болезнь, психологическая болезнь. Это нехватка внимания. Это из-за нехватки внимания и общения появляется такая зависимость. Как с ней симптомы бороться? Сначала, да? Симптомы. Это человек становится раздражительным, если он не проводит определенное время за компьютером, за онлайн-играми. Человек становится рассеянным, в то же время вот зрение ухудшается и так далее и тому подобное. Как защититься? Можно, вот детям особенно, родители, они должны дать свое внимание. Побольше общаться, ходить на природу, поход, там, развлекательные центры. А если это вполне взрослый человек, то родители здесь уже, не помогут. Я думаю, не помогут. Да. Тут уже нужен какой-нибудь мощный вариант. Это человек, который ему симпатичен. Да, человек, которому он будет доверять и прислушиваться его мнению. То есть для взрослых, особенно вот касается интернет-зависимых мужчин, есть такие развлечения: рыбалка, охота, да, провести с любимым достаточно времени в кинотеатре побыть, не заниматься знаю, активной деятельностью. Да, деятельностью. Тогда... Вот на такой приятной ноте, Татьяна Сергеевна, я благодарю вас, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. А я напомню, что это была программа «Актуальное интервью». Мы говорили о безопасности в интернете.